В Сосногорске состоялось выездное заседание регионального президиума МОД Коми-Войтер. Столичные и местные общественники обсудили с руководством муниципалитета вопросы взаимодействия организации с исполнительной властью для решения жизненно важных для сосногорцев вопросов. Это наличие интернета в отдаленных населенных пунктах, транспортное сообщение, состояние дорог, газификация. Хочу отметить, что сосногорское представительство МОД Коми-Войтер является, пожалуй, наверное, одним из самых активных общественных объединений нашего района. Благодаря нашему взаимодействию, а точнее сказать, благодаря ее взаимодействию со структурами власти, с учреждениями культуры, образования, в Сосногорском районе сохраняются национальные коми-традиции, прививается любовь к коми-языку и литературе, к народным прикладным искусствам и обычаям коми-народа. И я хочу лично выразить благодарность общественному объединению за активную работу и со своей стороны заверяю, что администрация муниципального района всегда открыта для диалога и сотрудничества. Гости из Сыктывкара рассказали, что одним из эффективных инструментов решения многих вопросов является участие в грантовых конкурсах. Как отметила председатель местного представительства МОД Коми-Войтер Ирина Ушакова, в Сосногорском районе эта работа проводится. Однако помощь коллег будет не лишней. Это дополнительные деньги в бюджет, это не через народный бюджет, это через НКО, через межрегиональное движение МОД Коми-Войтер. Благодаря этому мы, во-первых, появляются деньги провести то или иное мероприятие, это раз. Во-вторых, появляется возможность показать, что реально Коми-Войтер не только в Сыктывкаре бегает и работает и что-то пытается делать, да, но и на местах. Кроме этого, участники заседания обсудили изучение коми-языка в образовательных организациях муниципалитета. Общественники предложили увеличить количество детей, осваивающих предмет, а также вести активную работу с родителями. Мы поставили перед всеми задачу сохранить предметы этнокультурной направленности в каждой образовательной организации. И эта задача выполнена. После того, как внесены были изменения в закон об образовании Российской Федерации, когда начались мы же все, знаете, изучали коми-язык, это было внесено обязательный в учебный план, обязательные предметы. Когда предметы этнокультурной направленности перешли в часть по выбору, мы сохранили во всех школах предметы этнокультурной направленности. Это и коми-язык как государственный, это коми-литература, литературное чтение на коми-языке, история и культура Республики Коми, искусство и культура народа. То есть все эти предметы во всех образовательных организациях у нас в обязательном плане ведутся. Подводя итоги выездного заседания, его участники отметили важность взаимодействия общественников и представителей власти, а также наметили планы работы на ближайший год. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Совет ветеранов Сосногорского района провел отчетно-выборную конференцию. Предыдущая проходила более 5 лет назад. Из-за ограничений по коронавирусу новая конференция смогла состояться только сейчас. Мероприятие началось с награждения. Глава района Сергей Дегтяренко вручил знаки «Почетный ветеран республики». Далее с докладом выступила председатель Совета Ольга Корякина. Она рассказала об успешной проектной деятельности организации. Сосногорский районный совет ветеранов уже 3 года принимает активное участие в подготовке проектов на конкурсы. Написано 5 проектов, и все они стали победителями отбора. Проекты прошли отбор на уровне муниципалитета и республики и получили денежные выплаты. На эти средства Совет ветеранов смог укрепить свою материально-техническую базу и провести ряд мероприятий. Сейчас в организации состоят около 8 тысяч ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Основные направления работы – помощь подопечным, досуговые мероприятия для них, благоустройство и реставрация памятников, а также патриотическое воспитание молодежи. И ежегодно у нас проводится очень много мероприятий. Проводим сами, участвуем в районных мероприятиях, проводим уроки мужества, работаем совместно с ветеранами боевых действий на уроках мужества, работаем по благоустройству могил. И, в общем-то, работы у нас очень много.
В состав районного совета входят 37 первичных организаций, с которыми основная тесно сотрудничает. Руководители первичек рассказали о своей работе за последние годы. Все мероприятия, конечно, мы согласовываем с районным советом ветеранов. Они нам очень помогают, активные женщины. И с какими вопросами мы к ним не обращались, они нам всегда помогают. В рамках конференции глава района дал старт благотворительному марафону «Мы – наследники Великой Победы». Это ежегодный сбор средств, который проводят по всей республике. В нем участвуют организации и частные лица. Призываю всех активно поддержать эту акцию, принять участие. Помощь будет оказываться на собранные средства индивидуально ветеранам, нуждающимся в этом особо. Средства, собранные во время марафона, идут на покупку продуктов, медикаментов, бытовой техники, ремонт жилья. Перечислить их можно по реквизитам, указанным на экране. Председатель Совета ветеранов поблагодарила сотрудников районной администрации и лично Сергея Дегтяренко за содействие в работе. Мне хочется сказать большое спасибо нашей районной администрации. Они по любому поводу откликаются на наши обращения. И Сергей Васильевич лично уделяет нам немало времени. Приходит в Совет ветеранов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и просто рабочие деловые встречи, по благоустройству встречи. В общем, большое спасибо. По итогам пятилетней работы деятельность ветеранской организации была признана удовлетворительной. И по единогласному решению участников конференции председателем районного совета ветеранов на новый срок была вновь избрана Ольга Никифоровна Корякина. Завершилась конференция вручением благодарностей активным участникам организации. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Прямая линия по вопросам ЖКХ, инициированная общественной приемной главы Республики Коми, вновь не осталась незамеченной жителями района. Воевош, Малая Пера, Сосногорск. Начальнику управления ЖКХ Виктории Гоголевой задавали вопросы и озвучивали проблемы. Причем не все из них оказывались в компетенции управления. Вот вышку строят, непонятно кто строит, для чего строит. Кроме того, горожанин пожаловался на то, что не очищенный от снега и наледи проход между площадью Дома детского творчества и улицей Лермонтова, а также лестница по улице Оплеснина, ведущая к железнодорожным путям. Информация, поступившая от жителя, подтвердилась, и в спецавтодор была направлена заявка на очистку. По поводу вышки, здесь проще для получения быстроты информации вам набрать в комитете земельный отдел, потому что все объекты, которые устанавливаются в городе, прежде всего получают разрешение на использование земельного участка. Некоторые вопросы касались непосредственно ЖКХ. Так жительница Воевожа поинтересовалась, за чей счет ремонтируется радиатор отопления в квартире. Если проблема только в самом радиаторе, соответственно, радиатор является вашим устройством. Независимо от статуса квартиры, социальная найм либо приватизированная, сам радиатор, его работоспособность – это финансовая нагрузка ваша личная. Спрашивали Викторию Гоголеву и о тротуарах, и о брошенных автомобилях, и о внешнем виде зданий. Так, к примеру, кто должен вывозить брошенные автомобили. По словам Виктории Гоголевой, этим вопросом занимается управление ЖКХ. И согласно порядку, в случае, если брошенный автомобиль мешает проезду специализированной техники, скорой или пожарной, после уведомления собственнику автомобиль будет эвакуирован на специализированную стоянку. Также поступил вопрос, когда начнут мыть автобусные павильоны. Ответом стала информация о том, что в рамках содержания улично-дорожной сети спецавтодор уже перешел на летние виды работ, включая мытье скамеек автобусных павильонов. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорском многофункциональном центре появилась новая услуга. Теперь здесь можно приобрести один из 4 пакетов страхования. Оформление полиса здесь очень удобно. Это займет минут 15 вместе с оплатой. Оплатить у нас полис здесь можно по терминалу, либо если клиенту это неудобно, допустим, нет у него возможности там карту приложить, можно оплатить в личном кабинете Сбербанка, либо на сайте страховой компании.
Клиенты МФЦ могут застраховать квартиру или дом, в том числе деревянный, от пожара, а также здоровье и жизнь. Кроме того, предлагается страхование по полису ДМС от укусов клещей. Чтобы оформить документы, необходим паспорт и данные об имуществе. Посетители центра о новой услуге отзываются положительно. Хорошо, не надо куда-то бегать, искать, где-то что-то делать. Все нормально. Вы что-нибудь страхуете? Да, конечно, дом. Вот мы попадаем в половодье в селе Устюгта. Для нас это очень важно. Клиенты МФЦ высоко оценивают его работу. Отмечают быстрое и вежливое обслуживание, компетентность сотрудников. Услугами я довольна. Почему? Потому что девочки справляются со своими обязанностями. Вот, и общительные, все разъясняют от А до Я. Доволен, особенно вот сейчас. Достаточно времени ждать не надо. Милые девушки, хорошее обслуживание. Многофункциональный центр находится по адресу улица Комсомольская, дом 7, телефон на ваших экранах. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.